что какие-то там проблемы с интернетом случились. Так, ну я надеюсь, вы меня видите. Сейчас я запущусь не через... запустился не через, так скажем, через АБС, а только напрямую. С нами сегодня в студии Сергей Власенко, представитель съезда народных депутатов, и Ибрагим Иганов, один из лидеров черкесского народа. Ибрагима можно поздравить с первой, значит, с первой передачей, выпущенной на волнах МИ радио. Слушайте обязательно в среду в 16 часов по центральноевропейскому времени. Программа идет на адыгском языке. Расшарьте, пожалуйста. Всем здравствуйте. Сергей, Ибрагим. Приветствую всех. Что у вас вот на этой неделе, какие международные события, в том числе политические, вас заинтересовали, а может быть вообще, что наконец-то стало тепло, уже последние несколько дней в Варшаве 14-15 градусов, заметно удлинился солнечный день. Весной пришла, почти. Да. Пришла весна, тепло настало, только вот на душе тепла нет. А что случилось? Пожалуйста, можно чуть-чуть поближе микрофон, потому что... Случилось еще первое с начала 2008 года, с августа 2008 года, когда... Ну, я помню, 8 августа. На Грузию напали. Да. Напали на Грузию. И с тех пор вот оно все это длится. 14 год, 22 год, и вот на сегодняшний день. Сегодня прослушал Путина, он выступил с очередным своим воззванием и сказал, что мы ни в чем никому не будем уступать, он будет царь один. Это заявление. Сейчас, я думаю, весь мир под впечатлением, как резко все повернулось. Вчерашние, извините за выражение, пиндосы, ЛГБТшники вдруг стали партнерами. Интересная ситуация, поэтому тут есть о чем поговорить, что обсудить. Здесь очень много подводных камней. Когда и чем это закончится, это уже большой вопрос. Вы имеете в виду, Ибрагим, какое-то выступление того же Путина? Я просто, откровенно говоря, никаких практически нехороших русских, никаких русских СМИ не слушаю. Да. Трамп выступил как раз по поводу того, что он полностью ликвидирует ЛГБТ-сообщество в Соединенных Штатах, полностью ликвидирует гендерное равенство. Все как будет раньше, доисторическое время. Женщины отдельно, мужчины отдельно. Все. Это официально, я вчера слышал. Но я не думаю, что он именно ЛГБТ-сообщество. Там просто было такое направление, так называемое ДИ, которое очень активно продвигалось. Например, чтобы на работу убрали небинарных всяких персон там и так далее. И, в общем... Я не знаю, это консерватив. Потому что некоторые говорят, вот я прочитал одну статью, и там пишется о том, что типа вот, ну что же вы там на Трампа наезжаете сильно, он же ведь, значит, всю вот эту систему атеистического американского государства вроде как начинают убирать вот этот, помните, мем разошелся, Помпео, значит, если я не ошибаюсь, министр иностранных дел, он пришел на какую-то передачу, выступал, у него здесь на лбу был нарисован крест. Это не Помпео, это этот... Рубио. Это Рубио был, да, Рубио. И это всех что-то так сильно перевозбудило, что ага, посмотрите, дурачок, он там какие-то сигналы посылает и так далее. Хотя это легко очень гуглится, оказывается, это католическая традиция. Так называемая пепельная среда, то есть они приходят там, значит, и священник там каким-то пеплом им мажет кресты. И, кстати, не он один там выступал, там еще показывали какую-то китаянку, тоже с таким же крестом где-то на конгрессе или где-то выступала. То есть, и почему-то считается, что Америка, вот поскольку там сильно развиты там права ЛГБТ, еще кого-то, что это такая прям атеистическая, мега-атеистическая страна, но если
спрашивать каких-нибудь исследователей американских, они вам точно скажут, что единственная страна, в которой сохраняется христианский экстремизм, это Соединенные Штаты Америки. Огромное количество сект, огромное количество отрицателей эволюции и так далее, оно не просто так там возникло, потому что там до сих пор есть христианские экстремисты. То есть найдите где-нибудь в Европе или в других местах такое огромное количество христианских экстремистов, и вы не найдете. Америка это не страна атеистическая, как Советский Союз или там Китай, например. Это христианская страна, и понятно, что электорат того же Трампа, он в основном из таких персонажей состоял, и неудивительно, что администрация Трампа там мажет себе, значит, кресты на лоб и дает в таком виде интервью. Ну, на сегодняшний день мы пока имеем шоу в исполнении Трампа. На столе пока ничего нет. Есть, должны быть приняты нормативные акты, Конгресс, Сенат. У меня такое ощущение, что Трамп очень завидует Путину вот по беспределу. Такого беспредела, которым может пользоваться Путин, пока ни у кого нет. Кроме африканских вот этих, в общем, племен и прочих диктаторов. В Европе кто может себя вести так, как ведет Лукашенко. Ну да, но Лукашенко подчиненный, в общем, Путина, скажем так, он ему выдал ярлык, поэтому Лукашенко уже не в счет. А вот именно вот такой брутальный пацан свой, который сказал, сделал, и никто ему не смог возразить, а Трампу возражают. У Трампа есть целая система этих противовесов, чего нет у Путина. Трамп не может единолично решить, он может это огласить, он может это лоббировать, но решить вопрос одним росчерком пера, как это может сделать Путин, у Трампа таких привилегий нет, но я думаю, он мечтает о них. И сейчас вот как раз, в общем, время, когда он от своих вот этих прокламаций, меня немного удивляет, он спокойно может выйти на трибуну и в присутствии огромнейшей аудитории сказать, что он президент номер один. За ним идет Джордж Вашингтон. Что Америке с ним повезло, теперь Америка будет великой. А в чем это величие? Он не объясняет. Он просто об этом говорит. А хвалить себя, а за эти, скажем так, 7, 8, может быть, 9 лет появления Трампа на политической арене, он столько раз себя хвалил, что даже, наверное, пророк Иисус Христос за эти 2000 лет не имел столько хвальбы со стороны христиан, сколько он себя сам хвалил. Поэтому ситуация очень интересная. Чем это может закончиться, покажет время. Все идет очень быстро и очень жестко. Как бы коса не наехала на камень. А камней, я думаю, там много. Через 1,5 года выборы в Конгресс. Если республиканцы потеряют большинство, а это, я думаю, что очень даже вероятно, обычно голосуют всегда против власти, за Конгресс. Именно по этой схеме сейчас республиканцев больше, чем демократов. За эти 1,5 года, если Трамп и дальше будет продолжать эту оперу, он наломает столько дров, что я думаю, что большинство населения уже будет против него. Вы, Сергей, как живший в Соединенных Штатах Америки какое-то время, что можете по этому поводу сказать? По этому поводу я могу сказать, что в принципе я вот согласен с ним немножко. Но дело в том, что Трамп, я думаю, что он не то что потерялся, а это его вот эта бесцеремонность, наглость его и желание быть похожим на Путина объединяет с Путиным. А вообще американцы недолюбливают Трампа, если честно. Так а что же они проголосовали-то за него? Ну, проголосовали всего 70 миллионов. Ну, на самом деле, это одни из самых массовых выборов. Там же тоже в США проблема демократии, в том, что мало ходят на выборы. Нет, там мало не ходят на выборы, но дело в том, что он умел, у него, кстати, получилось, да, что он убедил всех, что Байден плохой.
Он же даже сейчас, вот когда вот он сейчас Мгм. с 20 января стал уже полноправным членом Белого дома, он любое свое выступление, вот что бы он ни говорил, вот вчера, позавчера, он везде упоминает имя Байдена. Это Байден, вот он сделал, получилось плохо, это нету, вот специально проверьте, ни одного его выступления нет, чтобы не было имени Байдена. И точно так же он ненавидит Зеленского. Потому что Зеленский в свое время не дал же ему на его сына документы. На Наехал. Хантера Байдена, да. А, на Хантера Да-да-да. Байдена. Там И какие-то все, и там Зеленский точно такой же враг для него, как и Байден. И он не успокоится, пока Байден не умрет. Я думаю, даже когда Байден умрет, он все равно будет на его могиле стоять. Ну, то есть, это просто такой психотип, да, Он мстительного психопат. такого. Да, он психопат. Мгм. Он чисто психопатическая личность. Причем по умственному развитию он, наверное, не соответствует своему возрасту. Но Он там гораздо же уже раньше. начинается, он же старше Байдена, теперь он стал... Не, он не старше Байдена. Не, Байден он старше. Не, имеется в виду, что он стал президентом, то есть Байден, когда стал президентом, он стал был самым моложе. старым президентом. Да. А теперь самым старым президентом стал Байден. Ой, Да, Трамп. да. Ну, Ну, наверное, там еще срабатывает вот так называемый зловещий 25-й кадр ага. российский, который постоянно твердит на аудиторию одно и то же. И в конце концов аудитория верит в это, принимает. Ну, кстати, это за да, истину. то есть вот в Твиттере я прочитал пост, расшарил его специально, потому что оказывается, что русские создали просто огромное количество ботов, не тех, которые пишут посты, да, а именно тех, которые срутся с американцами в комментариях. И такого бота нашли, потому что начали давать ему команды, и он начал писать просто этот бот, отвечать. При этом бот с галочкой, так называемый. Ну, я объясню ситуацию, это для тех, кто не знает, как Твиттер работает. Что такое галочка? Это значит, это оплаченный аккаунт. То есть, за это платятся деньги, и зачастую этот аккаунт, скорее всего, очень дорогой. Там, если в долларах посмотреть, то это там $100, может быть, в месяц такой аккаунт стоит. И то есть Путин, он на протяжении длительного времени, видимо, имеет огромное количество этих аккаунтов, а американцы любят Твиттер, тут не дать не взять, еще с тех времен, когда Твиттер работал через СМС-сообщения, то мы понимаем, мы просто не видим, какой огромный просто объем дезинформации в американских социальных сетях. Особенно в Твиттере. И вот я в свое время фиксировал, когда на американском сайте, который там, ну, про военные, какие-то там, значит, кадры из Wikileaks, там еще там что-то, огромное количество русских ботов тусовалось там и писали, что вот мы вместе с американцами боремся против исламского терроризма, и вечно там почему-то Чечня, какие-то видео там из Чечни они добавляли и так далее. То есть, вот сидит американец, который, ну, вообще не знает ситуацию, что первая чеченская это была исключительно национально-освободительная борьба, вторая чеченская это тоже это оборона фактически была, да. Но русские боты, они вот создают этот фон. И американцы смотрят, это такие же, которые там головы режут, там еще там что-то взрывают, там какие-то вот. Хотя мы знаем, что весь так называемый исламский терроризм это своего рода в свое время КГБ, значит, воспитало целую плеяду террористов, значит, на базах в Йемене там или еще где-то. Так что абсолютно неудивительно, что за исламским терроризмом, я себя не удивлюсь, что там стоят русские, советские спецы. Да. Ну, шоу в Америке это огромная отрасль. Угу. Оно имеет большое значение. Очень много американцев любят всевозможные шоу. Разные развлекательные, ну и, конечно же, политические, они на первом месте. И вот это постоянное шоу от имени Трампа, он неплохой шоумен. Вот это шоу скоро кончится. Сейчас он еще в силе, шоу в тренде, это еще работает, но скоро шоу закончится, начнется реальная политика. И появятся новые какие-то тренды, и надо будет показать какой-то результат. Как раз вот та бумажка, которую Трамп выдавливал из Зеленского, он, наверное, скорее всего хотел преподнести народу как величайшую свою экономическую победу. Вот здесь аналогия с Путиным, который
тоже российскому народу преподносит величайшей победой, когда российская армия отбила 2 коровника и 1 курятник. Об этом Скобеева может говорить не 60 минут, Коров а съели, курей тоже, часами, да, часами. И примерно то же самое получить бумажку это не контракт, насколько я понял, это была бумажка о намерениях разрабатывать. Конечно, я тоже земли, удивился, что Зеленский не сразу эту идею подхватил, потому что эта бумажка вообще ни к чему не обязывает. Да, это договор, это была бумажка о намерениях, как выражался сам Трамп, о редких землях. И к чему это могло привести, это осталось загадкой. Но это было бы, я уверен, вот в этом шоу преподнесу как величайшая победа, что он вернул 500 миллиардов, потраченных на украинскую войну, народу Америки. Но логика в поведении Зеленского, она тоже есть, потому что, извините, я сейчас умею польские слова, кто обезоружил Украину? Ядерное оружие у них известно. Соединенные Штаты, Великобритания. Во. Ну правильно, Соединенные Штаты, Да, Великобритания, Россия, еще там какой-то один, Да. Франция, может быть, Вот как подписала. раз вот на эту фразу, что если бы не Америка, то Россия за 2 недели могла бы завоевать Украину, я не знаю почему бы, но Зеленский мог ответить, если бы не Америка, то Украина была бы 3-й ядерной державой, и Россия бы не рыпнулась. Но в этом виновата как раз... Как? 6-й ядерной державы. Не знаю, потому... Нет, там Израиль, Китай еще. Нет, так по своему арсеналу Украина была 3-й тогда. Нет, Ну тогда в 90 по-моему, каком-то второй году. она была. Ну, неважно. Но Да. тем не менее, никто бы на нее не рыпнулся. Никто, да. И кто ее разоружил? Конечно, Америка. Соединенные Штаты, да. Про это идет глубокомысленное молчание почему-то. Но я с этой точки зрения, я помню, там же, собственно, 94 Клинтон. год. Да, в Венгрии. Клинтон, написали. он извинился за то, что вот, когда война началась, что это его, в общем-то, политика, но там же видишь, какая ситуация была. Там я тут послушал у некоторых польских экспертов, и они говорят о том, что тогда Америка на фоне выигрыша развала Советского Союза, она была как бы на коне на вершине Да. мира. Настолько богатая, настолько, значит, мощная. И вот они могли это сделать, и они это провернули. То есть они могли там за какие-то небольшие совершенно суммы подкупить всех лидеров, созвать этот конгресс, меморандум, чтобы они там все съехались там и так далее. И в этот момент, естественно, имперская Россия, она же никуда не девается. А зачем? Подождите, основной козырь того, что вот они разоружали Украину, у Украины типа денег нет, она же бедная. Можно секундочку, ремарочка. Дело в том, что они на том меморандуме Будапештском в 1994 году, они гарантировали безопасность и территориальную целостность Украины. И подписались под этим Соединенные Штаты, Россия, Великобритания. Так что вина полностью лежит на них. Не, ну естественно, что поэтому американцы и участвуют во всех процессах. То есть они разведку. Сейчас вот на этой неделе я прочитал о том, что они прекратили давать спутниковые сигналы. Ну, понятно, там, значит, блогер, у которого я читал, он говорил, что ну, на фронтах мы там сами разведку ведем там, и так далее. Это уж не так сильно важно для Европе тактических каких-то вещей. Делать. С другой стороны, я не знаю, у Европы есть спутник над Украиной висит? Как такого, как у американцев, нет. Но они сказали, сейчас будут тоже. Ну, понимаешь, то есть, действительно, то есть, там некоторые украинские тоже блогеры сообщают о том, что как раз Трамп прекратил помощь, когда Украина контрнаступление какое-то совершала. То есть, тут не все так просто, не все так, как СМИ подается на самом деле. То есть, и вот я считаю, что вот это, ну, вот эта вся катавасия, это шоу вокруг вот этих непонятных договоров и так далее, она зиждется на том, что Америка хочет выскочить. Но мы подписали тогда, когда мы были сильными, это соглашение. А теперь это не наше дело, пускай европейцы этим занимаются. И там тоже, не помню из какого-то эксперта, там тоже была такая шутка, что и украинцы думали, что Европа сильная. На самом деле она толстая. То есть
Да. украинцы не поняли, что толстый не обязательно сильный. И в итоге оказывается, что вот эти вот все, так скажем, вот, ну, да, вот видео показывает, там идет Зеленский, все политики вот эти европейские, они довольны, они такие, знаешь, все правильные речи говорят, там, мы за поддержку Украины, здороваются, целуются с Зеленским, ручки жмут. А где оружие, друзья мои? Ну вот у нас, мы же правительство, мы же демократия, то есть они как-то вот отскакивают, хотя они все понимают, да, мы там на острие, Украина сейчас сдерживает этого коварного диктатора Путина, да там 5-е, 10-е, 5-е, 3-е, но у нас же вот демократические правительства, коалиция, там зеленые не хотят, там это, что вот, что вы нас там на милитаризацию, что вы хотите милитаризацию Германии сделать или еще что-то, ну такие возгласы задаются. При этом прямо или косвенно путинская рука сидит вот в Германии, это там и правых, и левых они, и во Франции то же самое, и крайне правых, и крайне левых они кормят и так далее, с наших ресурсов, с бурятских. Понимаете? Значит, буряты виноваты, да, во всем? Нет, я говорю, что нас обворовывают, вот все, Кавказ обворовывают народы Сибири, понимаешь, Дальнего Востока. Все, и за их же деньги, как бы, вот европейцам там поставляют газ, и за их же деньги вот эти партии содержатся. Но, к сожалению, самое великое чувство у человека – это страх. Когда человек начинает бояться, он забывает про все. Про честь, про совесть, там, про все забывает. И Европа испугалась, между прочим. Что сейчас зонтик американский исчезнет, да? Именно этого. И этот страх скоро, я думаю, трансформируется немножко в свободу. То, что американская армия везде стоит, это не благотворительность, это поддержка влияния Америки. Где Америка тратила рубль, она всегда вытаскивала 10. Пусть они не говорят, что всех кормят, всех охраняют, всех содержат. Это бред. Ну, я, насколько понимаю, что содержание американского солдата в той же Германии или в Польше это значительно дешевле, чем содержание тех же американских войск где-то на американских базах. То есть тут чисто экономическая выгода. Тут не только. Они лоббируют американские интересы. А давайте вспомним, какие были ограничения наложены на всю Европу после Ялты. И большинство этих ограничений действует по сегодняшний день. Сейчас Трамп ломает всю эту систему, и в результате этого процесса Европа может получить свободу от всех этих ограничений. В результате чего им придется вот под, скажем так, впечатлением страха и получившегося свободного выбора, я думаю, в ближайшее время и армии, и ВПК начнут развиваться. Они же не с нуля это будут строить. У них всех это есть. Просто надо развивать, надо совершенствовать, а это значительно быстрее и легче. Тем более принято решение выделить около 800 миллиардов евро на развитие ВПК и армии. И это шанс не только для Европы, но и для Украины тоже. Но Украина, если она будет, ну, учитывая стоимость просто производства, в Украине огромное количество энергетических ресурсов, в общем-то, и стали, и всего прочего, Украина может вообще стать лидером по производству ВПК. Легко возместить, в общем, Россию в доле энергетики в Европе, если все это восстановят. Они могут это... Так, а я понял, что России это все уже нету сейчас на какие-то другие экономические... Например, германская экономика... ну ты имеешь в виду газ, я понял. На русских углеродах. Если сейчас Америка, по всей вероятности... Вот смотрите, тут комментарий, некий Леонид Пантелеев пишет. А что же это ущемленные малые народы сами не разрабатывают свои недра, не добывают свои полезные ископания? Наверное, не хотят или ленивые. Но пишет такое. Давай. Чтобы построить государство, надо иметь свободу. Вы что, думаете, эти малые народы имеют доступ к этим ресурсам? Да они там даже овец спасти не имеют права без разрешения. Все, что добывается, уходит в Москву. 80% всего капитала сосредоточено в Москве, на всю остальную огромнейшую территорию 20%. Там же 100% русских правозащитников, которые это вот вообще не замечают.
Давай. Дополнение. Значит, Пантелеев ответ, что эти все ресурсы были и до начала войны, и были и в 90-е годы, и в 60-е, и в 80-е, и в 2000-е, но никто их не разрабатывал. Потому что на это надо очень большие деньги, которых не было ни у Советского Союза, и нет у России. Как с самого ее основания с 90-го года, и сейчас, а сейчас еще и тем более. И поэтому кто бы это разрабатывал? Разговоры были, да, есть металлы редкоземельные, есть то, есть нефть, есть уголь, есть химия, но ничего не разрабатывалось, не разрабатывается, потому что деньги надо. Да я не... Вот смотри, Ибрагим, смотри, что говорит. Не надо врать! Во всех национальных республиках своя национальная власть. Это вот откуда ты, Леня Пантелеев? Вот Извините, ты мне напиши. Леня Пантелеев. Национальная власть, которая была обучена в Москве, Да. запрограммирована, за ними стоят русские штыки и русские деньги, они возвращены как варяги в свои национальные республики и выполняют директиву Кремля. Ну вот это А очень... директива она там одна. Вовремя откатать долю Кремля, выделенных из этих средств. Мгм. Да. Это Кавказ, в общем, считают бездонной бочкой. Это неправильно. Кавказ – стиральная машина. Лучше кавказцев никто не откатывает. Вот эти все субсидии, в общем, все транши Все деньги. Кавказ откатывает безоговорочно. Это шикарный, в общем, партнер по отмыванию денег. Поэтому они чуть лучше живут, в общем, остальные. А остальная масса, якуты, которые живут на алмазах, давайте посмотрим, как они живут. Так они не только на алмазах живут, там нефти огромное Ну, да, количество. это партнеры До сих пор огромное Как они количество живут? Вот, биоресурсов, леса. Да там всего. знаете, был такой лозунг: «Хватит кормить Кавказ». Навальный его Я популяризировал. двумя руками за этот лозунг. Действительно, я согласен, мы голосовали за этот лозунг с маленькой поправкой. Хватит кормить элиту Кавказа. Народ никто никогда не кормил. Сколько вот эти национальные округа и образования платят налогов, это с грифом государственного секрета. А сколько денег туда выделяется, висит рекламой на каждом столбе. Но еще, а сколько откатали из этой суммы обратно в Кремль в виде зеленой капусты, этого тоже нет. Так давайте посчитаем, посмотрим соотношение. Ну вот смотри, в Бурятии, например, я насколько знаю, там решили делать такую туристическую зону. Вложили туда, значит, это был проект какого-то там министра, короче. То есть там все поддержали. Бухнули туда, значит, я, если не ошибаюсь, еще тогда доллар по 30 рублей был, то ли 3, то ли 8 миллиардов рублей. Конкретно не рублей. Да. На какую-то небольшую зону. Причем самое то, что смешное, что это еще в советское время там был проект разработан, да, по тому, чтобы там сделать типа порт. Там был порт. Ну, такой, знаешь, где там такая драга приехала, что-то выкопала там и так далее. Там не было ничего оформлено. Они там это вложили, видимо, отмыли огромные средства, потому что, ну, если посмотреть по цене, ну, там, может быть, от силы там 200-300 миллионов туда закопали. Но так все подписали, значит, местные власти, и при этом эти 8 или сколько миллиардов повесили долгом на Бурятию. То есть Бурятия еще со своих скудных доходов Но это выплачивает этот долг в федеральный бюджет. это не только бурят, это везде. Это везде. Вот я про что и говорю. Я говорю, ну какой хотя бы один бурят что-то взял оттуда. То есть там даже на стройке привезли людишек с других регионов, которые там все строили. Можно анекдот рассказать, Давай. который охарактеризует это? Был такой в Дагестане вождь Абдуль-Салам, Мгм. бывший первый секретарь. Он друг и соратник Бориса Николаевича, и он говорит: Борис Николаевич, не могли бы вы нам немного добавить денег в бюджет? Абдул-Салам, вам что, денег не хватает? Да мне-то хватает, только вот народу что-то не хватает. Так было везде. Им хватало, ихним нукерам, ихним этим компаньонам по отмыванию все хватало. А вот народ жил на подножном корме. Как могли, так и выживали. Так и сейчас.
Ну, в 90-е годы, да. И вот, кстати, самое то, что смешное, что вот эти 90-е годы, которые выживали люди, да, это сейчас же электорат Путина стал. То есть они не помнят вот про эту демократию, которая худо-бедно в 90-е годы была, и можно было власть взять. И я вот сейчас вот старшее поколение бурятское критикую, говорю, можно было все взять в эти 90-е годы, было бы, ну, как это, желание. Но чеченцы попытались взять. Нет, я говорю к тому, что взять предприятие под контроль, там, значит, горнодобывающего формата там и так далее, не составляло бы никакого труда. Взять Вот как в свое время олигархов, «Русал» взяли. У Потанина взять. Не, ну, ты пойми, что У Сечина? их в то время, в 90-е, интересовало то, что прибыльное было, понимаешь? Их интересовали вот эти, так называемые, союзного подчинения Да, это вопрос предприятия, времени. понимаешь? Да, нет. А то, что там вот это планово-убыточное советское было, их не интересовало, их потом уже подарили, местные олигархи взяли, те же вот эти красные, как его, директора, они взяли там что-то худо-бедно, а потом, когда Путин пришел в начале 2000-х и всех раскулачили, и они все ушли непонятно куда. У нас, говорят, Тугнуйский разрез принадлежит то ли дочке Путина, то ли жене, через аффилированные всякие там офшоры и все прочее, короче. И я знаю, туда, я думаю, что такого, удешевился перелет между Москвой и, значит, Улан-Удэ. Раньше там что-то какие-то десятки тысяч рублей были, а потом, думаю, 8-9 тысяч. А оказывается, что вот каждый вот этот рейс туда, на этот угольный разрез, гоняют вот эти, значит, работяги, причем которые оформлены не как, что он работяга, да, который платит НДФЛ, там еще какие-то налоги, а он оформлен как ИПшка московская. Вот он один, индивидуальный предприниматель, вот он катается, короче, ему там командировочные, вот эта контора оплачивает перелеты, понимаешь, они там берут такси и катят до этого, значит, до разреза. Работать там недельку поработают вахтовым методом, а там, к слову, плюс 5 миллиардов прибыли. То есть это прибыль они только такую показывают, а сколько у них там расходов и все прочее, потому что уголь высококачественный, он уходит в Японию, в Корею. И я говорю, мы сейчас можем, как это все, что какими-то методами там собрать там, значит, каких-то там акционеров, эти все акции, там как-то они передадут добровольно бурятам там или еще что-то подарят или как. Только единственная революция, национально-освободительная борьба. Только таким способом мы можем вернуть наше бурятское, вот для Лени Пантелеева объясняю, нам, нашу собственность, чтобы за счет этих средств наша нация процветала. А эти деньги сейчас, они уходят на войну, они уходят на подкуп продажных европейских политиков, которых здесь полно. Что вы думаете, там 200 лет назад европейские политики, русские не покупали европейских политиков? Конечно, покупали. Заказные статьи и все прочее, все тут делали. Действовали агенты, тот же там, то ли Некрасов, то ли еще какой-то там. Шрёдер чего Ну, Шрёдер, Меркель. Вот такая вот ситуация. Так, мы немножко на этого Леню Пантелеева отвлеклись. Ну, у меня там на канале там жуткая какая-то, я вот... Ну, Леня нам внес немного позитива. Да. Я когда был на митинге 24 февраля, там какой-то просто налет просто был каких-то этих товарищей, короче, из этого. Украинского посольства? Да, у украинского посольства и Марк был. Я был, и там... был. Ну, хорошо, что был, но там... Ну, я тоже. Да, мы все были. И там просто в мой чат, там, я не знаю, откуда они там залетели, вот эти граждане так называемые, там приходилось отвлекаться, удалять их. Я уж потом бросил прямой эфир вести, начал просто видео записывать, чтобы не читать эти комментарии мразотные. Там даже до того написать, что ага, мы сейчас с американцами будем ваши этих, говорит, продавать, ресурсы. Понимаешь, даже вот до такого. То есть, и мы с Андреем Григорьевым... Без вас все продают. Но на самом деле я вот могу сказать, что залежи-то они есть, как бы, и они по миру везде есть. Другое дело, что как они там расположены, как легко ли их добывать и так далее. Ну. Вот вы знаете, в наших национальных образованиях две страшилки. Все хором говорят, если Россия нас бросит, как мы будем жить? Кто? Вот эти республики.
Мы же с голоду Не, умрем. это, по-моему, стереотип. Нет, так нет, он действует. Он Вот действует. все, вот это так называемая, как это русские называют, голытьба, они так думают. Вот если нас Россия бросит, вот из-за этих всяких выскочек, вот этих националистов, вот этих экстремистов, которые говорят о государственности и прочее, из-за них Россия обидится, бросит нас, мы же с голоду сдохнем. Кто мы такие? Русские пришли, нам принесли цивилизацию, телефон, водку, спид, ну и все остальное. И второй вопрос. Не надо будить медведя, а то он нас сожрет, он нас убьет. Вот на этих двух столбах держатся в основном эти республики. Но еще на колонистах, потому что на Кавказе практически колонистов нет, хотя сейчас я так понимаю, что новые тренды обернулись. Сейчас Кавказ снова стал заселяться. Нет, Кавказ заселяется... Вот этими северных, значит, так называемых районах. Вот я читал у Руслана Габасова о том, что там с Магнитогорска люди, ну вот эти, знаешь, на рейс Магнитогорск, там зарплата огромная, с северов, они вот в Башкирии прям целый какой-то район оккупировали, прям конкретно туда выезжают, покупают земли, там край строят. то же самое. Вы знаете, что удивительно? Из Бурятии, кстати, вот колонисты уезжали в Краснодарский край, а потом возвращались, говорят, людишки там не такие, как здесь в Бурятии. Есть одна удивительная вещь, на которую я обратил внимание. Ну, мы помним, период был кочевых народов, когда очень многие народы были кочевниками. Большинство из них уже осело. Даже, по-моему, даже все осели. Они стали уже практически оседлыми. На юртах и на верблюдах уже никто не передвигается. Ну, последнее, знаешь, по бурятам могу так сказать, что у бурят были эти перекочевки, они существовали. Но там касаемо земли, вот это, знаешь, байка очень заходит для русских безземельных крестьян. У них там, ну, отрезок был, может, пару гектаров, да, и вот они вот это, пару гектаров вообще вот так одной семье хватает. В бурятских условиях, чтобы жить нормально, вот, в семье, ну, 10 человек, условно говоря, нужно было 50-100 гектаров. И, конечно, они вынуждены были перекочевывать. Но ты не кочевал просто куда поехал, куда хочу. Это твоя земля была. И вот этого коренного понимания, и даже сейчас в бурят это зашло, понимаешь? Вот этот стереотип. И когда я встречаю бурят, которые говорят, да это же мы же кочевали, как это? Я говорю, ты как считаешь, что мы как в неолите, что ли, бегали там за стадами оленей? Там? Да, говорит, ну... Я говорю, ты дурак, что ли? Говорю, там еще со средних веков все было закреплено. Каждый знал, где по веточке, по сошечке, по изгибу речки там и так далее, где твои земли. За них и воевали между собой. Исторический период кочевников, можно считать, прошел. Но есть два народа, которые еще кочуют. Это русские, которые могут легко переселяться куда угодно. Вот, например, в Краснодарский край массово переселяются вот эти вахтовики с севера, которые хорошо подзаработали. Перекочевать из одного места в другое в порядке вещей. И плюс еще второй народ, это как бы удивительно не было, армяне, которые тоже легко переселяются куда угодно по всему миру, везде их, в общем, диаспоры. И можно сказать, что эти два народа отстают от исторических реалий и до сих пор кочевники. Ну, еще американцы очень хорошо кочуют, потому что в Америке очень высокий индекс вот этой, то есть, если появилась работа, а там они любят длинные контракты, там на 5 лет, они очень легко переезжают. Там почти, я читал, что до 40% американского населения, оно регулярно переезжает из штата в штат. То есть, это вот один из самых высоких показателей в плане рабочей миграции. В пределах территории своей. Да, и я с удивлением тогда, помню, читал, что безработным в Англии предлагают работу, например, в Австралии или в Новой Зеландии. Даже деньги оплачивают на переезд. Такая вот ситуация. Но я говорю, что о том, что многие почему-то, вот в том числе у меня в чате, они считают, что основное там население Сибири, оно там как-то вот коренные сибиряки, там что-то, какие-то стереотипы. В основном чуть ли не 95% некоренного населения в Сибири, это вот как раз люди после Второй мировой войны, которых бросили на эти стройки, это чисто советская индустриальная колонизация была. И я помню 90-е годы, когда
Значит, вдруг двор, в котором я жил, в котором было много народу, вдруг опустел. А что оказалось? Что по комсомольским путевкам приехавшие вот эти из Воронежа, там еще с каких-нибудь крупных городов, они продавали квартиру в Бурятии, и там у себя в этих, в Воронеже, в этих там, у нас продавали за 2 миллиона квартиру, а там за 2 миллиона могли 3 квартиры купить. Ну, так цены просто. А у нас высокие цены были, потому что начали выдавать вот эти сертификаты военным, и сразу ценник поднялся. Ну, а потом я понимаю, почему еще. Бурят закабалить вот этими ипотеками, там все прочее. Потому что сейчас вот почему моего поколения, например, многие буряты нет. Семья, дети, ипотека. А ты все привязанное, ты не сможешь уехать, если у тебя вот эта бесконечная ипотека, которую надо платить. И причем, ладно, ты бизнесмен, ты можешь досрочно погасить, и так обычно выгоднее получается. А если ты какой-нибудь мелкий чиновник, там зарплаты тебе скидываешь, что так это на 20 лет кабала. И, конечно, такой шанс представился вот этому несчастному мелкому чиновничку, значит, на 10 лет, скажем, сократить и выплату. Конечно, что он не запишется на эту войну паскудную. Да, я хотел бы отметить один такой примечательный момент вот по этим двум кочевым народам. Мгм. Везде, где они появляются, они метят это место. Если они поставили большой крест где-нибудь на бугре, это исконно славянская земля. Не, подожди, там еще Армянская. была такая сказка, короче, я, значит, в Москве когда учился, и вдруг читаю новость, что на улице Барсоева решили поставить хачкар. Ну, это армянский крест такой специальный. Я такой думаю, ну и читаю эту новость, значит, моему научнику, руководителю, он тоже, он с Кабардино-Балкарии, он такой говорит, о, все, говорит, приехали. Я говорю, что такое? Ну, сейчас жди, через 10 лет Улан-Удэ объявит частью Великой Армении. Ну, шутка такая. Про нашу Анапу, которую скоро переименуют в Ереван. Мгм. Ну, есть у нас такой ну, город Армавир на Кавказе. Его действительно основали армяне, которым предоставили эту землю после ихнего изгнания из Турции. В Краснодарском крае. В Краснодарском крае, да. И вот теперь это исконно армянская территория. И большие проблемы, в общем, с этим возникают. Это как раз та проблема, которая не дает этим народам как-то сблизиться, как-то сгруппироваться, создать политическую нацию. А это то, чего боится империя прежде всего, консолидации своих колоний. Это для них смерть. Хотя время уже ушло далеко от имперского периода, но тем не менее Россия до сих пор империя. И как она будет продолжать дальше жить, это под большим вопросом. Я думаю, что почему до сих пор Россия империя, потому что это вопрос дешевизны. Потому что почему даже большевики, ну они же пытались ведь там создать какие-то национальные республики, и вот национальную элиту уже под это дело купили. То есть там большая часть вот наших, значит, лидеров, которые потом продались большевиками, они, в общем-то, стояли на таких, знаешь, ну, либеральных, возможно, эсеровских, возможно, даже кадетских позициях. Там было там несколько ненормальных, там вот тоже Карлиц, там вот эта Карлица была, там еще там вот, клубок у них был, эти боханские буряты у них там, был клубок, значит, разагитированных вот этих бурят большевиками, и они там и большевики-меньшевики и все прочее. И их купили просто тем, что а мы вам дадим национальную республику. А в итоге эта национальная республика, она так жестко начала бурят эксплуатировать, а потом попутно еще уничтожив там, допустим, религиозное наследие ламское, там выгребали и уничтожали просто в огромном количестве. Потом репрессии начали против кулаков, раскулачивания. То есть самые лучшие показатели по колхозам это вот в национальных республиках был. Почему? Потому что они думали, что они делают что-то хорошее, что-то лучшее. Ну да, там пострадают какие-то, там дрова рубят, щепки летят, там все прочее и так далее. И в итоге вот эти национальные республики современные,
они превратились вот в колонии, вот, так скажем, неоклассическом, ну, вот каком-то таком стиле, да, то есть там сверхэксплуатация вот этого местного коренного населения. И неудивительно, что там сейчас у нас есть и правозащитники и так далее, они там говорят про 1937 год, когда всех вот этих деятелей, которых там обдурили там в 17-18 году, да, всех их расстреляли, они говорят, о, вот это репрессии. А и ребята, 20-е годы, это точно так же, как вот эти российские правозащитнички, там многие, там, значит, мы на таких-то ценностях стоим, Трепову не признаем, там это, значит, это. Начинаешь копаться, а потом оказывается, да, у него там кто-то репрессирован в 30-е годы. А кого репрессировать? Кто в 20-е годы людей расстреливал? Вот такие вот правозащитнички большей частью сейчас. И они все делают для того, чтобы, например, вот эти национальные проблемы, которые существуют у нас, у представителей национальных, мы про это все знаем, чтобы они не всплывали ни в каких отчетах. Вот что называется русская вот эта правозащита никчемная. Они вроде как на общечеловеческих стоят, но когда дело касается небольших, малых, так скажем, наций, оккупированных, колонизированных и так далее, там проблемы с языком, да, это не так важно. Это... Вас же там не садят, ни пыток нету, там все прочее, понимаешь? Вот в этом формате. И при этом они за 90-е годы, жрав огромное количество вот этих американских грантов, которые сейчас прекратили, да, они же там не воспитали, вот возьмите любой национальный регион, ну, за исключением Чечни, может быть, Дагестана, да, нет же серьезных правозащитников. И даже вот ни у кого из национально-освободительных движений нет. Не, ну подожди, Вайфонд, например, существует, он достаточно известный. Он за границей работает, но тем не менее они работают... Правозащитники, работающие за границей, это одна тема, они должны работать на местах. Но за все эти годы мало что изменилось. Но я, по крайней мере, в Бурятии таких правозащитников, которые бы занимались национальной тематикой, исходящей из нашего народа, из Бурятска, вообще не вижу. Нет, на Кавказе есть. На Кавказе есть все. Тут, в общем, интересная вещь такая. Вот это не просто эксплуатация, еще идет издевательство. Вот, например, был такой кровавый генерал, как Ермолов. Это период Кавказской войны, который провозгласил лозунг: нам нужен Кавказ, но он нам нужен без кавказцев. Сколько он там народу уничтожал, сколько сжигал. Да. Это был кровавый генерал, два кровавых генерала. ЗАС и Ермолов. ЗАС коллекционировал черепа убитых знаменитых горцев. Он их продавал в Европу. Есть небольшой город под названием ЗАС. Совсем недавно, лет 10 назад, где-то в пределах 2-3 лет, два памятника Ермолову на Кавказе. В Пятигорске и где-то 30 километров в Минводах. Почему? Два памятника. Как прямое издевательство над местным населением, которые вот эти генералы прямо уничтожили. Для чего это делается? И вот казаки, которые там живут, они позволяют себе гордиться вот этими генералами. Ну, это то же самое, когда немцы начнут гордиться Гитлером. Кто-нибудь этого позволит? А в России это в порядке вещей, это нормально. По сегодняшний день. Так что ничего не поменялось. Ну, у нас тоже вот это вот мракобесие, там, значит, в прошлом или в позапрошлом году, короче, какой-то дурачок, такой, ну, смешанный, метисоватый товарищ, полукриминального или криминального характера, ну, что-то там в свое время приватизировал и, значит, сделал подобие острога. То есть какая-то фабрика была там, значит, и он типа парка там сделал. И туда воткнул мифическому персонажу. То есть доказано учеными, что этих персонажей вообще в принципе не было в живых. Ну, они в русской историографии вроде как существуют, и даже в Википедии есть, числятся как основателями города Улан-Удэ. Хотя Улан-Удэ статус города получил в 1777 году. До этого это было военное поселение, острог. Понимаешь? То есть, а они вроде как там где-то что-то по какому-то воспоминанию, источников нету, естественно. То есть это выдумали просто в рамках вот этой же пропаганды синофобской о том, что русские там пришли до заключения определенных договоров, что они уже там построили поселение, колонизировали, то есть
по международным нормам. И все это было выдумано в 60-е, начало 70-х годов, и это начали там через краеведов, через всю эту систему пропагандировать, что пришло два каких-то бомжа под названием казаков, и неизвестно, какой они национальности были, но их условно считают русскими казаками. Хотя я более чем уверен, если они были, то это были какой-нибудь ивенг с бурятом. И якобы подставили ясачное зимовье. Типа вдвоем они там объясачили супергерои, объясачили там десятки ивенков каких-то. И я там читаю, что да, было такое, что вот эти бандиты из разных острогов, они, значит, объясачивали местное население и бились за то, кого объясачивать. Ну, чтобы пожирнее. А кого не могли, тогда объединялись и устраивали резню. И вот памятник этому товарищу был установлен, но он вроде как частный считается. И вот они сейчас, эти товарищи, вот таким способом устанавливают на частной территории, там, значит, памятники Сталину, всяким там другим этим товарищам, которые уничтожали народы. Понимаешь, ну, то есть это что такое с психикой творится у этих людей? Это действительно можно сказать, что это людей нужно лечить. Что это настолько жертва пропаганды, особенно когда это ставят вот метисы, там какие-нибудь, сами вот эти представители малых народов. Я помню, как в Якутии там один из первых памятников Сталину открылся. Это же совершенно ненормальная ситуация. Они действительно колонизированы, их нужно лечить и дури за тут палками выбивать. Я думаю, там диагноз общий. Это малообразованность и невежество. Таких людей можно, я думаю, легко можно посадить на любую идеологию. Он 60 минут на одном дыхании. Рейтинги какие. И кто его слушает? Вот они и слушают. Да, мы скоро тоже приближаемся к 60 минутам. Но, к сожалению, наше время заканчивается. Есть что-то сказать, наконец, эфира? Сергей? Ибрагим? Ну, я думаю, много было сказано. Да, ну, в общем, мы так достаточно эффективно, в том числе, поработали с аудиторией. Хорошо, что я комментарий этого Лени Пантелеева прочитал. В общем, подключайтесь, подписывайте, лайк, донат приветствуется. Ну, дорогие друзья, мы с вами прощаемся ровно на неделю. Через 7 дней снова в это время, 17 часов по центральноевропейскому времени, на волнах imiradio.pl. Слушайте нас, если YouTube заблокирован, введите imiradio.pl и будете снова нас слушать. Большое спасибо за внимание и всем до новых встреч. Так, я сейчас еще в эфире нахожусь на YouTube, так что пока ничего не говорим, пока я не попрощаюсь. А мы с вами, друзья, прощаемся традиционным способом для нас. Как молитва. Каждый день утром встали, говорите: Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Перед сном то же самое. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Все будет наше. Мы победим.